криминогенной ситуации безопасности граждан в туристический сезон и об основных направлениях деятельности МВД поговорим сегодня в формате пресс-конференции на площадке АГТРК. Сегодня у нас в гостях министр внутренних дел Роберт Кеут и заместитель министра внутренних дел Беслан Чкатуа. Здравствуйте. Добрый день. Роберт Витальевич, первый вопрос я бы хотела адресовать вам. Как бы вы охарактеризовали криминогенную ситуацию в республике? Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые коллеги. В целом можем охарактеризовать оперативную обстановку в Республике Абхазия как стабильная, но с учетом того, что вы видите, курортный сезон у нас в пике разгара своего, и, соответственно, большая нагрузка, конечно, ложится на сотрудников, обеспечивающих правопорядок на отдельных участках, выделенным нами согласно плану мероприятий, которые ежегодно осуществляет Министерство внутренних дел. В целом, криминогенная обстановка в стране является стабильной, за исключением отдельных проявлений бытового характера. В остальном, в криминальном плане мы видим, что ситуация предельно спокойная, проводится соответствующая работа с сотрудниками органов внутренних дел по предупреждению различных видов преступлений, особенно сезонных, так скажем, и, соответственно, на то есть положительный результат. Но самый пик туристического сезона, август месяц у нас, естественно, приоритетной задачей для правоохранительных органов является следить за правопорядком. Расскажите, как у нас проходит туристический сезон, какая обстановка? В целом, если взять туристический сезон для Министерства внутренних дел, является самым сложным в нашей стране, потому что вы знаете, что кратно увеличивается количество людей, это в том числе туристы, наши граждане, и, соответственно, это все ложится большим бременем на Министерство внутренних дел. Однако, перед началом курортного сезона нами проводится существенная профилактическая работа. Мы устанавливаем места особой, так скажем, концентрации наших граждан, туристов. В этих направлениях мы ведем патрульную работу. Помимо всего прочего, могу сказать, что самое главное в работе органов внутренних дел – это, соответственно, профилактика. Мы организовываем патрулирование. На это выделяются определенное количество сотрудников. Плюс ко всему, сейчас, если взять в частности, на данный момент мы констатируем пик туризма. То есть сегодня гораздо больше, чем во весь летний период, людей сегодня появилось. И возникла необходимость принятия дополнительных мер. Мы создали дополнительные группы, которые работают по отдельным маршрутам. В состав этой группы входят в том числе и оперативные сотрудники центрального аппарата, а также сотрудники специальных подразделений. Как видите, в стране появляются все больше и больше увеселительных заведений, которые работают до поздней ночи, а некоторые даже до утра. Соответственно, с учетом того, что мы все понимаем, там концентрируется наша молодежь, за этим всем нужно следить для недопущения каких-то негативных процессов. Туристическая милиция – это довольно-таки недавно созданное подразделение в МВД. Скажите, какие результаты все-таки дает поподробнее? И вообще туда же привлекаются дополнительные силы. Как это сказывается на их основной работе? Я могу сказать одно, что если говорить конкретно о туристической милиция формируется из состава курсантов Высшей школы милиции. Впервые данную практику мы ввели в прошлом году. Она себя зарекомендовала положительно, и с учетом этого мы эту работу продолжили. Мы ее усилили, в том числе сегодня количественный состав туристической милиции гораздо больше. Мы рассчитываем, что в следующем году мы сможем охватить еще районы другие, потому что могу сказать смело, что сегодня достаточно, может быть, стало престижно, с учетом изменения учебного плана в школе милиции, учиться в данном заведении. В этом году порядка более 40 человек еще поступило. Это рекордное количество людей для нас, которые готовы служить Родине, готовы учиться
заведениях, и мы их обязательно будем использовать уже в следующем году. Так что в целом задача данного направления, данного подразделения, так скажем, временного, именно создающегося на период курортного сезона, это оказание помощи туристам, как в плане обеспечения безопасности, правопорядка, в том числе и консультативной формы. Их наличие в местах скопления туристов позволяет нам своевременно реагировать на негативные проявления. То есть они, как и сами, имеют возможность предотвращать, также и информировать ближайшие патрульные службы. Помимо них, конечно же, у нас, как и в городе Сухум, так и в других районах работают патрули. Патрули формируются из состава действующих сотрудников органов внутренних дел. Если говорить о том, влияет ли это на их деятельность повседневную, скажу, что нет, потому что милиционер должен всегда находиться в народе, он должен работать именно на обеспечение правопорядка. Тем более, если он находится в той среде, где, возможно, может совершаться преступление, конечно же, он может реагировать от первого лица. Так что эта практика достаточно для нас уже устоявшаяся, полезная. Давайте послушаем журналистов. Коллеги, задавайте вопрос. Марианна Котова, База ТВ. Роберт Витальевич, у нас практически каждый год происходят преступления, подобные тому, что произошло недавно на пляже. Квиквискири напал на отдыхающую. Насколько я знаю, у нас это не первый такой случай. Есть вопиющие факты, когда люди уезжают покалеченными из Абхазии. Скажите, какая работа ведется в этом направлении? Может, какая-то профилактическая работа? Или то, что каждый из них понес наказание, как-то влияет на ситуацию вот с этим? Я могу сказать следующее, что действительно такие случаи у нас бывают, они не исключены. Не исключены с учетом, наверное, того, о какой категории вообще сейчас идет речь, кто совершил это преступление. Если говорить по данному факту, данный человек уже задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело и будет наказан, конечно, по всей строгости закона. Любые преступления, совершаемые в республике, мы на них соответствующим образом реагируем и принимаем меры. То есть люди несут наказание. Конечно же, Министерство внутренних дел со своей стороны делает все необходимое для того, чтобы защитить граждан как и Республики Абхазия, так и прибывающих с целью отдыха. То есть в этом направлении мы ведем постоянную работу. Могу сказать одно: мы не подходим выборочно, поличностно, мы делаем так, как должно быть по закону. То есть этот человек, о котором мы сейчас говорим, он уже задержан и получит соответствующее наказание. Анжела Кочубея, ТАСС. Вот недавно был случай, когда в горах Гуль-Репского района погиб мальчик 15-летний из Москвы. Ну вот мы знаем, что он был в составе группы, которые там учатся скалолазанию. Какова судьба инструктора, который был с детьми? Несет ли он какую-то ответственность за то, что этот ребенок, вот такое с ним произошло? Спасибо. Безусловно, конечно, инструктор будет нести соответствующую ответственность за это все. Могу сказать, по данному случаю ситуация следующая. Указанная группа в Абхазию заехала без уведомления каких-либо служб. Когда такого рода мероприятия проводятся, обязательно, в первую очередь, должны быть органы внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям и другие привлеченные органы, в том числе как и администрация района, должна быть оповещена. Их руководство, я так понимаю, решили это мероприятие провести в тайне от всех. Произошла трагедия. Молодой человек со скалы сорвался. Да, может быть, они там профессионалы, их тренировали, там какие-то мероприятия не проводили, но все должны были быть в курсе. Должен был быть отработан маршрут. То есть я считаю, что на данный момент и говорить конкретно по статье на боевой ответственности не могу, но однозначно есть масса нарушений со стороны организаторов этого мероприятия, и они все будут соответствующим образом наказаны со стороны закона. В настоящий момент инструктор задержан, по нему проводятся следственные мероприятия. Русудан Барганджи, Абхазия, газета «Республика Абхазия».
Роберт Витальевич, вот сейчас и вы инициировали группы, которые ходят по ресторанам, по кафе, да, как бы такие проводят рейды по поводу того, чтобы изъять оружие, если оно у кого-то есть. Я видела в вашем видео, что в этих группах еще участвуют женщины. Вот объясните мне, как они заходят в ресторан и всех обыскивают или обыскивают только подозрительных лиц? Как это происходит? Ну, вы знаете, это происходит следующим образом. В конце концов, те, которые к этой работе привлечены сотрудники, они имеют определенную уже квалификацию, могут понимать потенциальных своих, так скажем, объектов, которых нужно проверять. Конечно же, в случае необходимости они обыскивают. Бывают спорные ситуации, бывают люди, когда начинают пререкаться по поводу, там, допустим, обнаруженного у него. Для этого в настоящий момент в составе этих групп находятся еще сотрудники нашего спецподразделения СОБР для силового сопровождения данного мероприятия. Министерство внутренних дел шаблонно к решению поставленных перед нами задач не подходит. Ежегодно полученная практика нами анализируется и применяются новые меры в более новом формате, которые могут быть деятельными. Я не собираюсь тратить ресурс Министерства внутренних дел, в том числе и государственный ресурс, и людской ресурс, на просто мероприятия, которые могут быть неэффективны. Если мы что-то делаем, от этого должен быть определенный эффект. Так что понятно, что много чего еще нужно нам доработать, много каких направлений изучить достойно и применить соответствующую практику. Так что каждый год, почему вот мы в этом году формат в пик сезона изменили, потому что это необходимо. Значит, у вас в пресс-службе есть видео, где, значит, обнаружили оружие у человека, вот, изъяли его, вот несколько видео есть. Одному дали домашний арест, второму взяли подписку о невыезде, а третьего просто призвали к надлежащему поведению. Кто контролирует это надлежащее поведение? Не, ну, смотрите, есть порядок определенный, как вы говорите, соблюдение домашнего ареста и других мер пресечения, есть определенный порядок. Это контролирует орган на местах. То есть каждое подразделение на местах, уполномоченные участковые инспектора и другие уполномоченные сотрудники обязательно должны этот процесс контролировать. Ну, в продолжении темы, да, курортного сезона хотелось бы задать вопрос, но в курортный сезон традиционно наблюдается, да, рост числа транспортных средств. А как МВД обеспечит безопасность на дорогах в условиях таких нагрузок? Мы можем чуть-чуть к прошлой теме вернуться. Вот вы подняли вопрос о количестве совершенных преступлений в отношении отдыхающих. Я думаю, это интересная информация, которая у нас есть. Это официальные данные статистические, которые говорят о том, что в 2025 году было зарегистрировано 28 преступлений в отношении отдыхающих, из которых 13 были тяжкие. Раскрыто было 19. Значит, в 2026 году было зарегистрировано 22 преступления всего в отношении отдыхающих. Это статистика с мая по июль, то есть по сегодняшний день, грубо говоря, из которых раскрыто 15. Необходимо отметить, что снизилось количество тяжких преступлений в отношении отдыхающих. Было 5 в этом году, из которых раскрыто 4. То есть в разы произошло сокращение тяжких преступлений в отношении людей, которые приезжают к нам для отдыха. Это вот все к тому, о чем было сказано выше, что та профилактика и те мероприятия, которые проводятся, работа направлена на предупреждение и пресечение преступлений, она дает свой результат. И, конечно, в летний период в основу взята безопасность граждан, не только наших, но и людей, которые приезжают к нам с целью отдыха. То есть вот эти результаты, я хочу сказать о том, что говорят, что вот та работа, которая проводится, и патрули, и вот эти новые группы, которые были созданы по поручению министра, куда входят спецподразделения, вот вся эта совместная деятельность, она как бы нацелена на именно вот на такие результаты. Это что касается вот в отношении отдыхающих, был такой вопрос. Что касается линии госавтоинспекции, конечно, в летний курортный сезон, особенно вот сейчас, как мы понимаем, пик идет сезона, кратно увеличивается количество транспортных средств, увеличивается трафик на дорогах нашей страны, движение становится плотное,
Конечно, в связи с этим происходит увеличение и дорожно-транспортных происшествий, увеличение и нарушений правил дорожного движения. Если говорить коротко о статистике за 7 месяцев работы госавтоинспекции, можно сказать, что за 7 месяцев 2026 года зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых погибло 23 человека, и ранения получил 101 человек. Если говорить за аналогичный период 2025 года, зарегистрировано 73 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 23 человека, и ранения получили 110. То есть эта статистика, конечно, отражает реальную ситуацию, потому что все факты дорожно-транспортных происшествий, тем более с летальным исходом, они фиксируются и они отражены в этом отчете. Значит, из 23 погибших, 4 человека – это пешеходы, на которых был совершен автонаезд. Из числа погибших, если брать по национальному признаку, 11 человек – это граждане, представители титульной нации нашей абхазской, и остальные – это уже представители других национальностей. Если говорить о возрастной категории погибших, то основная часть – это возрастная категория с 20 до 40 лет, и вторая категория с 55 лет и более. То есть, несмотря на возраст людей и соответствующий, наверное, стаж вождения, такие случаи имеют место. Из общего количества дорожно-транспортных происшествий у нас мы ведем и такую статистику тоже. Дорожно-транспортные происшествия автомобилей с левым расположением руля составляет 40, с правым расположением руля 41. То есть фактически уже приравнено, потому что, наверное, и автомобилей с правым рулем стало очень много у нас на территории. Если говорить об основных причинах дорожно-транспортных происшествий, это, как всегда, у нас выезд на полосу встречного движения, несоблюдение скоростного режима и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Это те причины, которые у нас из года в год способствуют дорожно-транспортным происшествиям. Если говорить о количестве выявленных людей, управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии, то за 6 месяцев их было выявлено 1214 человек, из которых право управления транспортным средством, то есть лишены прав, были 965 человек, и 249 материалов по данной статье было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Также необходимо отметить, что у нас по новым изменениям за повторное вождение в течение года лица, лишенные управления, подвергаются административному аресту, если в трезвом состоянии на 5 суток, если в алкогольном или ином на 15. У нас 72 человека за 7 месяцев подвергнуты административному аресту на 15 суток за то, что они повторно в течение года управляли транспортным средством без водительского удостоверения. То есть это та статистика, которую мы имеем на сегодняшний день. Большая работа проводится в данном направлении. И, конечно, есть и вопросы к работе госавтоинспекции и так далее, но необходимо отметить, что на сегодняшний день существенным подспорьем, помощью в работе ГАИ являются камеры фото-видеофиксации, установленные на республиканской трассе прежде всего. Эти камеры у нас появились в рамках реализации государственной среднесрочной программы развития системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, в рамках которой были приобретены и аппаратно-программные комплексы нового поколения, которые у нас представлены, сервера обработки данных, и проведена модернизация, то есть там комплексная работа была проведена, то есть это не просто установили камеру и она заработала, то есть там большой комплекс работ был проведен. У нас на сегодняшний день по республиканской трассе установлено 23 новых аппаратно-программных комплексов. Это современное высокотехнологическое оборудование, которое позволяет нам выявлять тех нарушителей, о которых мы говорим. И, если говорить по расположению, то от Псоу до Сухума у нас 27 камер, и от Сухума до Ачимчиры у нас 11 камер. Также в рамках реализации этого проекта у нас введено в эксплуатацию 7 рубежей контроля. Это рубежи контроля проезда автотранспорта, которые позволяют выявлять тех нарушителей, где им, соответственно, впоследствии вручаются эти постановления об административном правонарушении, и также где взыскиваются с них штрафы и составляется административный протокол.
А также 5 мобильных рубежей контроля, которые позволяют уже мобильно передвигаться не только по республиканской трассе, но и в любой другой части нашей страны, где они могут проводить соответствующую работу. Вот я почему говорю об этих камерах, потому что вот из практики, из анализа деятельности уже можно сказать, что там, где они расположены, в этих местах у нас снижается скорость, снижается аварийность, снижается дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом и с травматизмом. То есть эти камеры реально приносят пользу и эффект, и мы видим тот вклад, который действительно они вносят в обеспечение безопасности дорожного движения. У нас есть еще одна, значит, по этим камерам работа, которую мы проводим. Сегодня они используются, их функционал, к сожалению, используется не на полную мощность, потому что помимо скоростного режима эти камеры видят еще пересечение сплошной линии, выезд на встречную полосу, отсутствие ремня безопасности, разговор по телефону во время движения. Для того, чтобы вот эти нарушения мы фиксировали, то есть фиксировала эта камера, она их фиксирует, но мы не можем их, значит, предъявлять водителям в связи с тем, что нам необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Эта инициатива уже нами подготовлена, разработана и отправлена в администрацию президента для согласования и последующей отправки в парламент. Вот как только мы внесем соответствующие изменения, функционал этих камер еще больше расширится, и, соответственно, они будут видеть больше правонарушителей, и будет у нас и кратное, наверное, увеличение нарушителей в том числе. Вот если коротко сказать о статистике по этим камерам, вот за период функционирования этих камер с 1 января 2024 года по настоящее время у нас вручено порядка 200 тысяч постановлений об административных правонарушениях. То есть это 200 тысяч нарушителей фактически, которым были предъявлены нарушения фото-видео фиксации в режиме там, фотографии, видео, там, в каком виде они хотят. Значит, из которых было оплачено 154 763 постановления. То есть из 200 тысяч, которые были вручены, и в республиканский бюджет поступило 111 миллионов рублей. Это за какой период Это времени? с 24 года по настоящее время. Значит, А все платят? но с этим у нас тоже есть проблемы, конечно, не все платят, и с должниками у нас проводится отдельно соответствующая работа, вплоть до изъятия транспортных средств. Значит, если говорить о том вот, результатах непосредственно за 7 месяцев этого года, вот за 26 год вручено постановление 68 тысяч. То есть это 68 тысяч нарушителей правил дорожного движения. В то время как в прошлом году было 50 тысяч. То есть на 17 тысяч, более 17 тысяч нарушений в этом году больше было выявлено. И составлено административных протоколов 10 745. В то время как в прошлом году было 2000 составлено. То есть разница составляет 8660 выявлений. То есть это говорит о той существенной работе, которая сегодня проводится. Ну и также, соответственно, поступления в бюджет, они в разы выросли по сравнению с прошлым и там, аналогичным периодом. Это все мы говорим потому, что действительно вот эта работа в совокупности, она позволяет минимизировать дорожно-транспортные происшествия, навести порядок на дорогах нашей страны, несмотря на то, что там да, на сегодняшний день мы видим, что не везде это получается, потому что этих камер, наверное, недостаточно, и их Да, должно быть я в бы разы хотела больше. уточнить. Вы сказали о том, что с ПСУ до Сухума да, достаточное количество видео- и фотофиксаторов. А как Недостаточно. обстоят дела с восточной частью? Я, кстати, не сказал, что достаточно, я просто сказал, сколько. Вот, Ну, больше, чтобы было по крайней достаточно, мере, их должно да. быть в разы больше, Ну, в потому восточной что стороне 11 камер. в восточной стороне у нас Хватает этого? 11, ну, этого не хватает, потому что мы видим, что реальная польза от этих камер есть. Мы, во-первых, это современные передовые технологии, которые позволяют нам идти в ногу со временем. И вообще, чем больше мы, кстати, за то, чтобы минимизировать контакт сотрудника ГАИ с водителем, для того, чтобы не было ни спорных ситуаций, не было никакой коррупционной составляющей, для того, чтобы эта работа была прозрачная, и камеры фото-видеофиксации в этом очень правильно помогают. И существо нарушения видно, это не на усмотрение инспектора происходит, и не на его взгляд, это зафиксировано камерой, где есть фото и видеофиксация. И это высокотехнологичное оборудование, повторюсь, которое действительно сегодня используется в развитых странах. Сегодня такое оборудование есть у нас.
Вот. Я хотел бы еще дополнить, что там бывает мнение водителей, что штрафы, которые взимаются с водителей, поступают там куда-то непонятно куда. Значит, все камеры фото-видеофиксации, все аппаратно-программное обеспечение и комплексы, все находятся на балансе МВД. Все средства в 100% объеме поступают в республиканский бюджет. Это вот, чтобы было понятно. Скоро у нас начинается учебный период. Если возьмем, к примеру, город Сухум, в утренние, обеденные периоды, да, вот огромные пробки образуются. Ну, соответственно, что мы сейчас работаем над этими вопросами. Работа ведется следующим образом, что мы получаем практику, в первую очередь, уже передовых, так скажем, технологий в различных городах Российской Федерации, где уже применяется это оборудование для того, чтобы фиксировать эти нарушения. Нам необходима законодательная инициатива в том числе, потому что сегодня Министерство внутренних дел фактически отсутствует законный механизм воздействия на водителей, которые нарушают, грубо нарушают правила дорожного движения и оставляют свои автомобили где попало, тем самым Неправильные парковки, да, это создают, большая создают проблема. заторы, людям очень сложно из-за этого. Ну и, соответственно, могу сказать, что на данный момент частично Министерство внутренних дел готово к выполнению этих задач. Что имеется в виду? Мы за последние годы закупили уже даже эвакуаторы, которыми могли бы проводить соответствующую работу. Но пока в законодательном порядке у нас нет такой возможности. Прорабатывается план у нас реализации такой программы, как «Безопасный город», который мог бы обеспечить полную фиксацию всех нарушений, которые происходят в городской черте. Что касается вот безопасного города, на самом деле это очень такая необходимая тема, потому что когда мы говорим о камерах фото-видеофиксации, когда мы говорим о том, что у нас происходит, да, и статистика, и так далее, мы прежде всего, конечно, говорим о республиканской трассе, где у нас охвачено на камерами фото-видеофиксации. Но дороги городов и районов, к сожалению, там отсутствует у нас такая фиксация и возможность наблюдать и фиксировать те штрафы. Вот этот проект, который он рассматривается, но для которого нужно дополнительное финансирование и требуется дополнительное оборудование. Вот если он будет реализован, то это будет существенной поддержкой не только для работы госавтоинспекции, не только по выявлению там, незаконных парковок, нарушителей правил дорожного движения, но там еще и подключается система распознавания лиц, то есть камеры отслеживания людей. Это все будет способствовать снижению и улучшению криминогенной ситуации, снижению уровня преступности. И вот эти все меры могут в дальнейшем способствовать вообще улучшению работы министерства в целом. Ну и понимая действительно, что это очень финансоемкая вообще в целом история, мы сейчас в данный момент ведем переговорный процесс с нашими коллегами, чтобы в рамках софинансирования МВД, которое у нас в принципе ежегодно проходит, чтобы мы имели возможность такой проект реализовать. Я думаю, что в принципе есть определенное понимание по данному вопросу. Ну, я думаю, мы пройдем определенные этапы, так как сегодня МВД сумела сформировать, скажем так, требования свои и необходимость внедрения данного вопроса. А я бы хотела перейти к следующей теме. Давайте. Это наркомания сегодня. Алексей Шам, Бабсный пресс. За последнее время я часто ездил на маршрутке от Псова до Сухума и обратно. И столько кресел установлено, которые не предусмотрены конструкцией. Там не то, что сидеть, стоять даже сложно. Вот эта проблема как-то решается вообще? Это же напрямую влияет на безопасность. Ну, конечно, влияет напрямую на безопасность. Скажу вам так, что при проведении технического осмотра и получении соответствующего документа проводится проверка на соответствие пассажиров мест, соответствие условий перевозки пассажиров. Периодически нашими сотрудниками именно в этом направлении проводятся рейдовые мероприятия с привлечением сотрудников УБЭП, так как все-таки помимо условий передвижения пассажиров, еще мы должны смотреть их лицензии, наличие разрешающих документов на перевозку граждан. То есть эта работа ведется. Реальные механизмы есть, и они Конечно, работают. есть механизмы.
Ну, во-первых, ты не пройдешь техосмотр с нарушениями. Русудан Барганджи, Апсны Медиа. Я хотела бы узнать судьбу того сотрудника ГАИ, на которого во время рейда наехала машина. И какое наказание понес этот водитель? Может, водитель отвлекся в другую сторону, конечно, но там, слава богу, без каких-либо травм наш сотрудник отдела. Наркомания сегодня одна из самых больших проблем в нашем обществе. Создан совет при президенте по противодействию незаконному обороту наркотиков. Как я понимаю, это координирующий орган. Расскажите коротко о его работе. Со стороны президента Республики Абхазия этому вопросу уделяется особое внимание. Могу сказать, что мы проработали общую концепцию. Она находится на утверждении президента. В работу по данному направлению вовлечены все профильные министерства и ведомства, в том числе учебные заведения и многие, скажем так, профильные службы, которые обязаны вместе все этот вопрос решать. Что мы имеем в виду, говоря о концепции? Понятно, что в первую очередь это борьба с наркоманией, борьба с незаконным оборотом наркотиков. Она ведется, скажем так, на существенном должном уровне. Если взять в целом, за этот год зарегистрировано 97 преступлений, чтобы вы понимали. Из них 306 тяжких, возбуждено 79 уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности 86 лиц. Представляете, это все те люди, которые, в принципе, напрямую имеют отношение не к потреблению наркотиков, а к распространению, обороту наркотических средств. Выявлено также 10 закладчиков, если так взять цифры, 3 преступные группы. Когда мы говорим о преступных группах, мы должны понимать, что преступные группы – это те, скажем, группы лиц, которые непосредственно организовывали каналы поставок в Республику Абхазия. Мы сумели наладить тесный, очень конструктивный контакт с нашими коллегами из Российской Федерации, так как мы сегодня видим, что основной поток наркотиков идет из России. Мы с ними наладили контакт, и у нас есть результаты по предотвращению каналов совместных, по задержанию организаторов каналов на территории Российской Федерации. И в их число, могу сказать так, задержаны вот эти 3 преступные группы, именно вот это о том и идет речь, которые были задержаны на территории Российской Федерации. 2 группы были задержаны на территории города Сочи и 1 группа по Краснодарскому краю. В целом, по всем регионам России нам оказывают конкретное содействие. Если говорить о цифрах, Статистику. изъятых в этом году, да, вот на момент, когда я сюда прибывал, здесь, конечно, была цифра 900 грамм наркотиков, то есть наркотического препарата метадон, но могу уже с уверенностью сказать, что эта цифра, наверное, все-таки будет выглядеть как 1,5 килограмма, потому что вот буквально вот в эти дни, 2-3 последних дня, проводится комплекс мероприятий, который был направлен на выявление лиц, занимающихся распространением наркотиков, задержаны люди. Дальше, если говорить, 670 грамм мефедрона, 325 грамм каннабиса, это в сухом виде, в остальном у нас сотни корней были изъяты. Активно занимаемся сейчас сезон, так скажем, да, вот посевных, все районные подразделения в этом направлении сориентированы и занимаются соответствующей работой. То есть работа ведется комплексная. Мы, помимо всего прочего, готовим личный состав к этой работе. Есть своя специфика определенная, они повышение квалификации проходят. Буквально недавно вот мы на базе школы милиции в том числе проводили переквалификацию. Я вам скажу, что я был очень рад тому, что сотрудники этого подразделения проявили очень серьезные, хорошие знания в своей работе. И мы понимаем, что данная молодежь завтра сумеет еще больше и эффективнее бороться с этим злом. Но если говорить о концепции отдельно, да, вот мы тут предусматриваем все-таки вопрос как и борьбы, в том числе и вопросы реабилитации наших людей. Усилить работу и увеличить возможности нашего наркодиспансера. Планируем провести работу с преподавательским составом в школах. Я вот обращаясь к нашим гражданам, могу сказать одно, что
эта беда, раз она впервые проявила себя, она однозначно от вас не уйдет. Нам необходимо как-то хотя бы, даже если, вы понимали, анонимно, чтобы мы имели возможность обратить на это внимание. Я думаю, что все вместе мы должны с этой бедой бороться. Потому что одно государство в этом направлении, хоть сколько бы ведомств сюда не задействовать, бороться не может. В ближайшие дни, я думаю, что эта концепция уже начнет работать, так как она уже находится на финишной стадии рассмотрения у главы государства. Анжела Кучубериатас. Скажите, пожалуйста, Роберт Витальевич, вы периодически в министерстве проводите проверку сотрудников на предмет употребления наркотических веществ. Но мы никогда не знаем о результатах этих проверок. Скажите, как часто выявляются такие сотрудники и каковы дальнейшие действия в отношении них? Есть действительно выявлены сотрудники, в отношении которых приняты меры воздействия в качестве увольнения из органов внутренних дел. Но обратно же могу вам сказать другое, что есть такие особо одаренные, наверное, сотрудники, которые пытаются еще с нами судиться и в судебном порядке решить свой вопрос возвращения в коллектив. Я не знаю, каким образом они хотят это вернуться в коллектив, который действительно понимает, что это не просто рядовая ситуация. Сотрудник органов внутренних дел никакого права не имеет вообще, наверное, даже близко подходить к такому мнению, как не то, что употреблять, даже пробовать, понимаете. Ну, а были есть такие. случаи, Есть, конечно, когда такие случаи, были у нас случаи. судились и выигрывали? Вот буквально недавно у нас прошел судебный процесс, и суд принял решение в пользу, что вы понимаете, наших сотрудников. Ссылаясь на то, что якобы мы техническую сторону именно посвидетельственно провели неправильно, при том, что мы привлекали лабораторию специализированную, где было все сделано так, как делается в отношении остальных граждан. К сожалению, такие прецеденты у нас есть. И мы, конечно, в МВД будем до конца бороться. Мы должны работать в чистых рядах. Мы должны понимать, с каким коллективом мы работаем. К счастью, вам скажу одно, что количество выявленных сотрудников очень маленькое. Мариана Котова, Абаза ТВ. Роберт Витальевич, как вы относитесь к перспективе вот таких проверок среди всех госслужащих? И насколько вы считаете это реальным? Согласно указанию президента, мы проводим эту проверку во всех ведомствах, в первую очередь силовых. Фактически во всех ведомствах данная проверка уже проведена. При всем при этом могу вам сказать, что периодически при назначении на должностях с кабинета министров к нам поступает запрос, мы проводим проверку. Данную проверку проходили фактически все руководители, которые сегодня возглавляют те или иные министерства и ведомства в этой стране. И при наличии новых кандидатур мы обязательно их проводим. Мы также при приеме на работу в МВД, такой практики, к сожалению, не было. Мы эту практику ввели. Кандидаты на работу, они тоже проверяются. То есть это происходит, скажем так, с эффектом внезапности. С учетом имеющейся практики обсудили вопрос приобретения ими специальных тестов на выявление такого препарата, как пригабалин, то есть в народе лирика. Таких тестов в стране не было. Сегодня уже наш наркодиспансер заводит. То есть это, скажем так, наиболее распространенный аптечный препарат. По поводу ношения оружия споры идут уже давно. Это как палка о двух концах. С одной стороны, это, казалось бы, да, право на защиту, самооборону, а с другой стороны, это риски для общественной безопасности. Что предлагаете вы? Вопрос незаконного ношения или вообще ношения, скажем, в том числе и законного оружия, но все-таки находится у нас на одной из первых полос, потому что мы видим, что за последнее время участились случаи его применения в ходе, скажем, решения каких-то конфликтных бытовых споров. Статистика применения оружия в криминале, именно совершая преступления криминального характера, очень низкая. В основном оружие у нас сейчас применяется в бытовых случаях. Мы, как видим, вот очевидные факты вот последних дней, когда брат в брата может стрелять, сосед в соседа стреляет. Люди, скажу вам так, из-за очень, скажем, мелочных ситуаций пытаются
решить свой Тут вопрос. из-за замечаний на путем- дорогах бывает, да, что применяют оружие. Путем применения оружия. Почему это происходит? Потому что все-таки у них есть возможность его держать при себе, то есть имеется в виду разрешение на ношение оружия позволяет им сегодня при решении каких-то, там, скажем, своих спорных вопросов применять это оружие. Мы, Министерство внутренних дел, полностью поддерживает инициативу президента, а инициатива президента выглядит следующим образом. Буквально некоторое время назад был направлены поправки к законопроекту об оружии в парламент в первом комитете совещания. Да, Да. оно было единогласно поддержано. Я надеюсь, что в ближайшее время будут законно внесены эти поправки. Что они под собой подразумевают? Полный запрет ношения оружия. Это самый главный фактор, который мы поддерживаем. Считаем это необходимым. Закон действующий был принят 6-м созывом парламента, но при этом за период его уже практического внедрения и, как говорится, да, вот на территории Республики Абхазия, мы увидели, что он не совсем эффективен. Мы ни в коем случае не говорим о полном изъятии оружия у нашего населения. Ну, как бы многие, мы понимаем, что традиционно подходит, что у мужчины, у абхаза должно быть наличие оружия. Пожалуйста, проблем никаких нет. Сегодня по определенным, скажем, законным требованиям носить, либо законным, скажем, критериям, если он к ним подходит, то он имеет право его оформить, пожалуйста, может его хранить у себя дома при особых условиях. Сегодняшняя практика, которая существует, она на самом деле для нашей страны чуть недейственная, мы ее должны менять. И могу сказать, что за последнее время есть у нас существенное количество выявлений по данному виду преступлений, то есть незаконное хранение оружия. Это связано с тем, что мной лично была дана команда особый акцент уделить данному виду правонарушений. И, соответственно, как бы сотрудники в ходе рейдовых повседневных мероприятий, и в том числе даже если говорить о мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности курортного сезона, именно основным критерием выявления нарушений это является оружие. Потому как человек не имеет права с ним появляться в увеселительных или других заведениях, в местах массового скопления людей. Это категорически запрещено. Мы выявляем такие факты. Кстати, за последнее время у нас есть выявление, и по данным случаям у нас принимаются соответствующие законные меры. То есть это человек подвергается штрафу и изъятию оружия до определенного периода. Есть такие случаи, когда изымаются огнестрельное оружие и лишается человек лицензии и права хранения, ношения оружия сроком на 3 года. То есть это в случаях, когда зарегистрировано оружие, которое человек, гражданин, который имеет соответствующее разрешение, но это разрешение еще налагает ряд ограничений по ношению, по правилам использования, если прописаны в законе об оружии. Если эти правила и пункты нарушаются, то, соответственно, в отношении людей принимаются соответствующие меры. За последний месяц только на рейдовых мероприятиях было изъято более 10 единиц оружия. Это за последний месяц-полтора. Это вот те работы, которые направлены по поручению министра на изъятие как незаконного хранения и ношения оружия, так и особое внимание уделяется законному ношению, но правилам, с соблюдением правил ношения и соблюдением правил использования. Ну вот, если взять в целом, с начала года таких видов преступлений, то есть именно незаконное ношение оружия, было выявлено из нерегистрированных 57 случаев в отношении наших граждан, были возбуждены уголовные дела. Соответственно, скажу вам еще другое, что мы из числа изымаемого оружия, которое сегодня законом непригодно для использования. То есть это в основном пистолеты, переделанные из охолощенного в боевой. Такая проблема у нас существует. Это связано с тем, что на территории Российской Федерации этот вид оружия,
то есть охолощенный, в свободной продаже находится, его можно спокойно привезти в Абхазию. Наши умельцы, дельцы быстренько его переделают в боевое, соответственно, эта конструкция в первую очередь очень опасна для использования. Она не подлежит ни регистрации, она подлежит только изъятию и утилизации. Но при всем при этом она имеет квалификацию оружия как боевое, и наши граждане, к сожалению, великому, попадают под уголовные статьи из-за его незаконного ношения. Мы на самом деле призываем наших граждан в первую очередь регистрировать оружие, регистрировать, потому как все-таки мы видим, что статистика говорит о следующем: применение все-таки из зарегистрированного оружия, да, вот, гораздо меньше, чем из какого-то подпольного. И все равно хотелось бы, чтобы ношение было в категорической форме запрещено. При этом необходимо отметить, что из зарегистрированного оружия, к сожалению, происходит много резонансных преступлений, где погибает двое и более лиц. То есть такое тоже имеет место быть. Но тем не менее, да, оружие надо регистрировать, и это правильно. Русудан Барганджи, Абсны медиа, газета «Республика Абхазия». Ну вот, лично мое мнение, и не только мое мнение, это мнение наших читателей нашей газеты. Из всех структур Кабинета министров на сегодня на износ работает МВД. Почему я это говорю? Потому что постоянно и руководство, и лично министр находится на трассе, в этих рейдах участвует. Работают на износ сотрудники МВД. За это им большое спасибо. Для них нет никаких ни выходных, ни праздников. Может быть, использовать какой-нибудь опыт ваших российских коллег. Вот я знаю, что в 2024-2025 году были какие-то соглашения по поводу сотрудничества с Росгвардией или что-то такое. В данном вопросе, кроме нам самих, никто нам не поможет. Внешний фактор работы с нашим населением в категорической форме неприемлем. Я против такого рода действий, а скажу вам почему. В первую очередь, спасибо, что люди понимают, что сотрудники работают на износ, это действительно так и есть. У нас такое понятие, как выходные дни, не должны существовать, потому что мы охраняем покой и порядок в нашей стране. Что касается применения практики, в том числе наших российских коллег, она в Абхазии работать не будет. У нас есть свой подход, у нас есть свои понимания, тем более помощь каких-то других ведомств или подразделений в нашей стране, я считаю, это не столь необходимо. Я считаю, категорически ненужной, даже могу сказать так. Мы сами можем справиться. Когда мы говорим о том, что люди стреляют, значит, у него в этот момент в наличии есть чего стрельнуть. Если его не будет, он хоть камешек накинет, может быть, а может подерется. Но мы же сегодня, как наши люди свободно передвигаются, что вы понимали, в том числе мы даем человеку разрешение на ношение оружия. Разрешение даем, вот посмотрите, мы за 2025 год 313 разрешений было дано. За этот год 651 разрешение дано, представляете? Из них еще плюс 234 на приобретение. Всего 2025 и первое полугодие 2026 года 1198 единиц. Это за 1,5 года. Вы представляете, какое количество огромное сегодня оружия регистрируется? Есть закон. А какие заслуги? Никаких заслуг не нужно. Здесь есть закон, который позволяет гражданам собрать соответствующий пакет документов, обратиться в органы внутренних дел, и мы обязаны регистрировать. Вы понимаете, когда человек приходит с пистолетом к нам, и у него есть документы, мы не можем его обратно с этим пистолетом отправить на улицу. Мы обязаны его зарегистрировать, потому что закон, о котором я сейчас только что говорил, надо менять для того, чтобы мы имели возможность запрещать им носить оружие. Вот не будет у человека оружия в руках, я обратно же, он может хотя бы поругаться, либо подраться. Даже перейдя на эмоции, какую-то другую меру предпримет, но стрелять не будет. Вот в чем суть. Нам должны помочь законодатели. Это в первую очередь
принятие соответствующего закона, плюс ко всему, который я, кстати, не озвучил, но считаю очень важным, ужесточить меры наказания. Вы понимаете, мы задержим человека с ношением оружия, незаконным ношением оружия. Он 3 минуты не сидит. Он у нас вообще не сидит. У наших судей не предусматривают меру пресечения как арест, хотя бы на 15 суток. Они сразу же ему дают домашний арест. После этого в ходе расследования, окончания следствия, он получает условный срок. Ни один человек час не сидел за незаконное ношение оружия у нас в стране. Ну, о чем тогда мы должны говорить? Какая мера воздействия должна быть? Здесь две составляющие. Понимаете? Первое, принятие закона. Сегодня закон, который у нас есть, он очень узкий круг ограничений. И, соответственно, когда люди к нам обращаются, мотивированный отказ, чтобы мы дали по тому или иному заявлению, у нас как бы практически ограничен. Потому что если он не подпадает под ряд критериев, в том числе там возрастной ценз и имеющий там не снятую, не погашенную судимость, то есть если человек имеет снятую и погашенную судимость за тяжкое преступление и так далее, то он может претендовать на получение оружия. И это законодательно прописано, и Министерство внутренних дел не имеет права ему отказать. Давайте мы усилим работу нашего закона, и вот тогда только, наверное, все-таки будет эффект. Так получается, дело в принятии закона. В первую очередь, да. Спасибо. Сегодня у нас были в гостях министр внутренних дел Республики Абхазия Роберт Киут и заместитель министра внутренних дел Беслан Чкатуа. До свидания.